Всем привет, друзья! Сегодня вот решил такое записать видео, такого формата. Давно уже такого не снимал. Вернее, если честно, то снимал только, один раз, наверное, там название видео, как я докатился до такой жизни, там тоже посидел. Вместо стрима. Стримы я не веду, пока не получается у меня этим делом заниматься. А вот такие видео, пускай редко, но все равно, наверное, с вами, со зрителями надо делать. Я сижу вот сейчас у окна, смотрю на улицу. Морозно на улице. Вот 2 дня было у нас где-то 30. Которые возле речки там живут, возле ручьев, там, наверное, и побольше минуса было. Вот. И сейчас вот практически уже очень давно не выходил из дома. Резину заказал, резину привезли, с Алиэкспресса заказывал, все нормально, все привезли. Надо только просто установить, еще не выходил. Не устанавливал и не выходил. Вот. Не хочется мерзнуть, потому что когда за минус 20, во-первых, сам мерзнешь, и толком ничего ты не можешь там на улице делать. Или мерзнешь, терпишь этот холод, и еще быстренько. А во-вторых, не хочется портить аккумуляторы, потому что они очень дорогие. И само собой, просто чтобы чисто для прогулки. Там будет еще погода нормальная. Вот. То пурга, то мороз. Все не так. Все, как говорится, человеку всегда что-то в погоде не так. То дождь им мешает, то слякоть, то снег, то слишком морозно. Вот. Постоянно так. Раньше такие дни морозы я вспоминаю, всегда сейчас смотрю я в окно, да, смотрю на улице, благодать, очень хорошо. Помню, в детстве такие морозы были активированные дни, там градусов под 40, а мама с папой-то на работе мама с папой на работе, и получается, что дома я один, одеваюсь быстренько, там фуфаечку, помните, СССРовские фуфайки-то были, полоску такие, одеваешься и давай гулять, почти гуляешь до вечера, а потом приходишь домой, на рукавицах сосульки висят из снега, снежные сосульки, не из льда, а они из снега образуются, потому что рукавицы, от рук тепло идет, и снег потом прилипает и сразу же замерзает. Они такие, вещь ты покрыт вся одежда. Голодный, но довольный. Замерзший, где-то уже и там обморожение там на лице, быстренько растерли там нос, еще что-то. Иногда даже приходишь там пораненный, потому что лизнуть-то охота, саночки там попробовать. Металл этот, холодный, очень мерзлый металл, то, наверное, многие попробовали. Хоть кончиком язычка, но попробуешь. И один раз обжигался, и второй раз еще равно охота попробовать. Я не знаю, почему это, наверное, у всех детей так было. И мы гуляем. Чем морознее, тем нам приятнее, потому что холодно не учат в школе, а как раз для гулянок. Быстренько там домашнее дела, там дрова занес, воду занес, посуду
помыл, за хлебушком сбегал, еще, ну, все, короче, сделал там. И давай гулять. Вот. Хорошее время было. А сейчас, я смотрю, а вот сейчас вот актированные дни тоже у нас, и детей не видно, дети сидят по домам, компьютера, да что да, вот так. Помню еще такие моменты, вот, со школы, такую в ясную погоду, ну, идешь, пускай даже не морозно, я помню, это, когда со школы шли домой, а до школы у меня где-то километров 2 от дома. Ну, ходили пешком, там автобусов-то не было в то время. Ну, не ходили, и специально автобус, там школьные, даже такой системы не было у нас. Вот. И когда обратно шли, постоянно, ну, не постоянно, а, скажем, частенько нам по пути было идти с ямщиками. Ямщики это кто у нас? Ямщики это так называют у нас в селе, которые извозом занимают, щено привозили слугов. Раньше же как, вот, например, у каждого подворья были свои луга, но они луга в собственности у колхоза. И колхоз дает вам вот этот луг, к примеру, да, и ты заготовляешь сено не только себе, но и половину отдаешь колхозу. Но за это колхоз еще и денежку платил, то, что ты сено им приготовил. А так как в основном луга были все за речкой, то есть осенью уже, когда вода большая, никак ее, это сено не привезешь. Ну, тогда же много еще было вот лошадей, да что-то. Вот эти ямщики всю зиму таскали сено. Слугов там иногда человек по 10 даже там, ну, лошадей много было, конюшня целая была. И вот они таскают. И как раз выпало, что они же рано утром едут вот на эти луга, чтобы привезти сено. И как раз так совпадало, что они возвращаются обратно, и у меня, то есть, уроки заканчиваются. И я иду со школы, и они как раз идут. Знаете, такая картина классная. Вот смотрите, снаружи морозно, а лошадка-то она вспотела уже за такие дали тащит этот воз сена, где-то килограмм 350, вот некоторые даже 400 там доходят. Они тащат, они внутри запотелые, лошадки такие, а снаружи это все замерзло, винье покрытое, красота, одним словом. Ресницами там хлоп, так тоже на ресницах тоже иней, это вот осталось в памяти вот этот момент. И был такой среди ямщиков дядя Коля по нашим нившерским, ну, как говорят нившерские, у него было Паком Коля, то есть сам Николай и там отец Паком. И вот он Паком Коля, его звали, дядя Паком Коля. И он всегда почему-то, я не знаю, по-доброму ко мне относился, очень по-доброму. И всегда почему-то меня называл. Я что там, маленький еще, там 8-9 лет, а он меня называл Сергей Иванович. И как увидит меня я вот по дороге, а я тоже уже жду. Сам как-то стеснялся, а он говорит: Сергей Иванович, быстрее давай, догоняй. А я быстрее бегом к этому возу. Потом он мне помогает. Лошадка не останавливается, все идет, там потихоньку идет. А меня раз сзади там веревка висит, канат такой, чем обвернули этот воз. И раз, и на этот воз сижу высоко, как на стоге. Маленький сток такой, и еду, приятно, смотришь высоко. И вот эти 2 километра, а ему надо идти по этой дороге, и возле моего дома он будет проходить, чтобы на ферму там, моей деревеньке, там ферма была, Боровская. И до самого дома, а мне приятно, вот. Такие моменты были классные, и дядю Колю этого помню.
Ну, как такие моменты вот забудешь? Очень, очень, ну, очень приятные для души моменты. А сейчас-то еще иной раз ведь и дяди Коли не было там, когда еще, потом иногда он, ну, или там болеет, или еще что-то, или просто в другую сторону зачем нам уехал. И другим ямщикам боязно было. И потихоньку метров 100-то все равно прицепимся сзади с пацанами, и все равно проедем немножко было. Вот такие моменты были классные в детстве. А часто и лошадей-то нет. Вообще в Нившере, наверное, лошадей не осталось вообще. Конечно, точно нету. Нету, наверное, лошадей, потому что это невыгодно. Все, заменили трактора, мотоблоки, мотолебедки. Нету ни конюшни, ни лошадей. И луга все заросли на том берегу, вот что поля есть вот вокруг села, вот там ухаживают еще. Ну и потому что и скотины тоже не так много. Раньше вот очень много поголовья было там коровы, теленка, там сама конюшня. Сейчас уже все не то. Вот. Вот такие пью чай вот, с кренделем и с печеньками, с конфетами. Смотрю в окно, морозный день, и вот такие, вспоминаю такие моменты. Вот. Очень интересно даже вспоминать. Вот скоро полтос уже, а еще вот эта память осталась у меня, и смотрю, смотрю в окно и, как сказать, вспоминаю. Вот. Дрова еще не привез. В этом году я не знаю даже, как и что-то записался, конечно, говорит, очень-очень большая. Сказали, пачка уже 13 тысяч стоит. Прошлый год еще 9 за 9 покупал. Сейчас уже сказали, что 13. Но тут выбирать не приходится. Привезут, возьму, как говорится, с руками и ногами. Это важно. В нашей местности дрова – это очень один из главных моментов нашей жизни. Дрова, огород. И огород менее важен, чем вот эти дрова. Потому что я очень много комментариев постоянно, где у вас газ, да, когда у вас будет газ. Скажу сразу, газа у нас не будет. Не будет никогда. Это я вам на 2000% говорю. Потому что село по меркам неперспективное, по меркам там, вот, сами знаете кого. Раньше был лесопункт, гремел так, на всю республику мощный лесопункт был. А сейчас, и тогда дорогу не сделали, и ничего такого на газ, ничего такого. А сейчас-то уже, сейчас один колхоз еще более-менее есть, и мелкие коммерсанты, которые дают все-таки вот работу хоть немножко людям и обеспечивают дровами население. Это немаловажно, как я уже говорил. Вот. А потом, это ведь мало того, что привезти, надо еще и, вот, к примеру, мне надо еще нанимать, чтобы распилить, там еще расколоть, ну, и сложить там тоже сложить свои помогают, там девочки соберутся и быстренько, каждый год еще помогали, конечно. Вот. Но еще, что хочу сказать. В этом году у нас из Нившера увезли елку на Республиканскую площадь, то есть в столицу Сыктывкар. У нас будет стоять новогодняя елка из Нившера. Вот. Сначала это уже у нас в Нившере есть блогер Олег, с которого и все это вот нившерское блогерство у нас началось. У него есть канал на природе.ком, потом будни Олега. Вот на буднях Олега он выложил это видео, если кому не лень, посмотрите, как она, эта елка стоячая выглядела. Вот. Повезли, значит, эту нашу красавицу в город. Она будет там стоять, разукрасили, наверное, уже сейчас.
Вот. Поначалу, если честно, мне было жалко. Я не знаю почему. Я не знаю почему такое чувство было. Вот везут ее, и мне ее жалко. Но она стояла, скажем, 200 лет. Она видела столько, может чуть поменьше, может и 200, и все 200 стояла. Она поболее нас-то видела. Сначала вот такое было чувство. А потом думаю, ну вот она простояла уже 200 лет. Потом ель она такая, она, ну, внутри она быстро гниет. И тем более она чуть-чуть была на отшибе, и ну, там вдруг ураган и так, или еще что-то, и тоже бы она свалилась. И то, что вот закончилась ее жизнь так, ну, так сказать, представляла наше село, нашу деревню на Республиканской площади в Новый год, может даже и хорошо это. Пускай стоит, радует детишек там и людей вообще в этот праздник. Вот. Скоро у нас уже наступает, ну, что там осталось-то уже немножко, Новый год будет. Я не знаю, каким он будет, тяжелым или трудным. Вот для меня лично 21 год немножко потяжелее был для нас. Но ничего, думаю, справимся мы. Вот. Самое главное, живы и постараться быть здоровым, поддерживать здоровье. А остальное, как говорится, приложится и все будет нормально. Вот. У меня есть зрители, которые живут за границей, в частности в Германии, да, у них вот это Рождество, у них пораньше. Я вот хочу пораньше их поздравить с наступающим католическим Рождеством, с праздником, вот этим замечательным праздником, потому что отмечают его во всем мире. Православные отмечают его 7 января, а вот католическое Рождество, по-моему, 25. Да. И с наступающим, с этим таким великим праздником. Вот вас, дорогие мои зрители. А наших православных, то есть я буду поздравлять уже в новом году, вернее, с этой прекрасной датой. Вот. Ну что, друзья, поболтал немножко с вами. Ну, вместо стрима будет, пускай, вот это видео, пускай будет вместо стрима, потому что я не знаю, почему у меня не получается вот этот стрим настроить. Там же надо еще очень много что приготовить, чтобы не просто там включил трансляцию и все, а там надо все нормально подготовить, как вот. Если делать надо нормально делать. И тему подобрать, не просто так зашел, так, всем привет и все, и вышел обратно. Там тему подобрать, чтобы обсудить, чтобы вы могли со мной там обсудить эту тему и поспорить или выразить свои какие-то думания об этой теме. Вот тогда можно уже на стрим выходить. А просто так с приветом я могу вам каждый день, так каждое утро я могу привет передавать. Вот. Так что, ну, вкратце рвем, друзья. Все нормально у нас. Маша работает, и поэтому видео иногда не получается снимать. Частенько вот так. Когда Катюша там приезжает, она обход, вот прошлое видео, там обход двора она снимала, я просто озвучил моменты. Как-то так получается. Ну, думаю, скоро я тоже буду выходить на улицу и тоже поснимаю деревню. Надо просто прокатиться по деревне. Давно, если честно, я сам соскучился. Надо прокатиться, надо замерзнуть немножко. Надо встряхнуть этот организм. Организму, кстати, встряска такая резкая перепад температуры нужен. Это все говорят так. Вот так. Мотору нужны большие обороты в небольшом количестве.
так сказать. Вот так. Любуюсь природой. Природа у нас сейчас вот такие дни, когда не метель, да морозно, очень, очень красивое небо, очень красивое, все очень красивое. Вот так. Ладно, друзья, наболтал я, наверное, на целых полчаса уже. Надоело вам, наверное, слушать. И буду говорить до свидания. Я буду пить чай, он с медом, с кренделем. Допью этот чай. И все на этом. Всем пока. Всем спасибо. Хочу сказать, что меня смотрите, был такой период после короны, никак не мог собраться, там выпустить хотя бы одно видео в неделю. Ну, никак не получалось. Не могу, сил нет, и вот душа не лежала. Ну, вот апатия была ко всему. Сейчас более-менее начало просыпаться что-то внутри, что-то начало просыпаться, что-то надо делать, а не просто там ну, маяться. Маяться это тоже, наверное, грех. Нельзя маяться. Надо жить, надо делать что-то. Вот так. Надо радоваться каждому рассвету. Все, пока, друзья.